Замещение импортного картофеля отечественным обсудили в Институте агробиотехнологий имени Журавского. Напомним, ранее глава региона поручил создать в Коми селекционно-семеноводческий центр для выращивания семенного и элитного картофеля. Ведь, как оказалось, местные аграрии для выращивания второго хлеба используют только импортные семена. О продовольственной безопасности в сюжете Павла Королева. В борьбе с болезнями картофеля и его селекции нашим ученым помогает, можно сказать, настоящее климатическое оружие. В специальной камере можно выставить любые погодные условия, имитировать заморозки, установить нужную влажность и даже чередование дня и ночи. Как отмечают специалисты, вырастить пару клубней идеального картофеля в пробирке несложно. Для этого в Институте агробиотехнологий есть многолетняя научная база и опыт. Но для увеличения объемов нужно финансирование и крупные предприятия, которые смогут воспользоваться на практике плодами исследований. А последние используют только завозные семена. Регион пока не может покрыть такие объемы. Северные регионы немножко были адаптированы на покупку и приобретение семян зарубежной селекции из других регионов. То есть это, в принципе, покрывало. Ну и все мы прекрасно знаем, что у нас был весь завозной. То есть в основном мы все завозили. Небольшие, не крупные хозяйства, которые производили картофель, они производили для собственных нужд. То есть в магазинах, на полках вы не встретите ни продовольственный картофель, ни семенной производства Республики Коми. Доля отечественного семенного картофеля в России едва достигает 10%, а в Коми она и вовсе стремится к нулю. Поэтому нашим аграриям жизненно необходим центр по выращиванию семенного картофеля. Сейчас рассматривается 3 сценария его создания. Первая финансовая модель – это полный цикл, начиная от разработки проектной сметной документации, строительства этого центра и заканчивая получением мини-клубней и передачей их в госоргиспытания для получения разных фракций картофеля. Вторая есть модель – это лабораторная база и приобретение сельскохозяйственной техники, которая существенно снижает затраты реализации этого проекта. И третья модель – это только лабораторный корпус, без приобретения сельскохозяйственной техники. Это только то новейшее научное и лабораторное оборудование, которое может использоваться для целей создания селекционно-семеноводческого центра. Самый затратный проект потребует более 250 миллионов рублей. Помочь готова республика. Есть предложение заявиться и на федеральные гранты, найти якорных инвесторов. Сумма, конечно, не маленькая, отмечают участники совещания, но такова цена продовольственной безопасности нашей республики. Именно создание регионального центра позволит в дальнейшем снизить себестоимость товарного картофеля, тем самым повысить его конкурентоспособность. Коми имеют значительный опыт в картофелеводстве, а также соответствующие ресурсы. Это такие, как сельскохозяйственная техника, производственные объекты, земельные ресурсы, коммуникации, трудовые ресурсы. Выбор технологии производства семенного материала должен базироваться в том числе и на природно-климатических условиях нашей республики. Проектом уже заинтересовался столичный совхоз «Пригородный». В прошлом году после долгого простоя там возобновили выращивание второго хлеба. Правда, пока используют импортные сорта. Но в хозяйстве надеются, что уже через пару-тройку лет вместо немецкой галлы или ред скарлета они смогут высадить на грядке уже нашего зырянца, либо сорт вычегодский. Павел Королев, Олег Жуковский, телеканал Юрган.